Компания «Лукойл» продолжит оказывать поддержку учреждениям здравоохранения, образования, культуры, спорта и общественным организациям республики. Накануне глава Коми Сергей Гапликов и президент «Лукойла» Вагит Аликперов провели рабочую встречу. Обсуждали вопросы взаимодействия в сфере социально-экономического развития. Протокол на 2018 год к соглашению о сотрудничестве между компанией и регионом предусматривает строительство объектов инфраструктуры. Объем финансирования на этот год 2,5 миллиарда рублей. Средства пойдут на ремонт дорог, строительство многоквартирных домов, спорткомплекса в Усинске, врачебных амбулаторий и детских садов в селах Мутный, Материк и Щельябош, физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ярига, Дома культуры в селе Коровий Ручей. Кроме того, в Печоре капитально отремонтируют, а в Усть-Цильме благоустроят детские сады. В поселке Щелья-Юр Рыжемского района дошкольные учреждения отремонтируют, а в Сосногорске выполнят работы по устройству спортивного ядра на стадионе «Локомотив». Мы традиционно являемся партнером республики по работе в социальной сфере. Сегодня компания все-таки нацелена на расширение своего присутствия. Мы продолжаем геологоразведочные работы на территории республики. Сегодня у нас есть открытие. Поэтому производственная программа в ближайшие 3 года утверждена, она будет вся полностью выполнена. Что касается социальных вопросов, то мы продолжим сотрудничество с руководством республики в вопросах строительства жилья как в поселке Яриги, так и в городе Усинске. Мы приняли решение по просьбе главы республики о строительстве спортивного комплекса в поселке Яриги. Еще есть ряд проектов менее крупных населенных пунктов. Поэтому компания привержена тому, чтобы сотрудничество, которое у нас сложилось за многие годы, было продолжено. Мы каждый год, в частности, с Вагитом Аликперовым, подписываем протокол к стратегическому соглашению, где мы определяем соответствующие параметры и объекты в приложении, которые будут построены при участии компании или которые будут строиться на определенную перспективу. Поэтому проекты на сегодняшний день затверждены. Часть сегодня, сейчас только на встрече мы обсудили с точки зрения помощи и оказания поддержки в решении вопросов, в том числе и с газоснабжением отдельных территорий. Понятно, что имеющиеся мощности, они уже устарели, их нужно модернизировать, и поэтому мы договорились, что поэтапно, решая вопросы с точки зрения проектирования и введения в эксплуатацию новых соответствующих объектов, мы будем совместно принимать ответственные решения с тем, чтобы никто не остался ни без газа, ни без дальнейшего развития. Глава Коми и президент нефтяной компании также приняли участие в торжественной церемонии вручения дипломов победителям городского конкурса «Ученик года». Он проводится ежегодно с целью поощрения одаренных детей за успехи в учебной, творческой, спортивной, научной, интеллектуальной, учебно-исследовательской проектной деятельности. В этом году победителями стали 27 талантливых учеников из 5 школ города. Жюри определило победителей в 7 номинациях: «Интеллект года», «Волонтер года», «Патриот года», «Спортсмен года», «Открытие года», «Талант года» и «Лидер года».